Культурно-исторический ландшафт, горы, быстрые реки и величественные башни ингушей расположились на территории 64 тысяч квадратных метров. Здесь комплексы каменного зодчества, погребальные склепы, языческие и христианские храмы. Это место претендует на включение в список ЮНЕСКо. Джайрахский район стал излюбленным местом посещения для туристов. Приток путешественников в год составляет около 150 тысяч людей. За охраной ингушского достояния следят сотрудники Джайрахско-Асиновского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Джайрахско-Асинский музей-заповедник создан 2 июня 1988 года. Все объекты культурного наследия, расположенные на территории Джайрахского района, признаны федеральной собственностью и подлежат государственной охране. Основной деятельностью музея-заповедника является защита, сохранение и популяризация культурного наследия Ингушетии. В области защиты и сохранения объектов культурного наследия наша организация проводит учет памятников истории и культуры, а также организовывает и проводит работы по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, и внесение их в единый государственный реестр объектов культурного наследия. На территории заповедника расположились башни Вовнушки, поселения Таргима, Рамхи и другие. Всего на территории Джайрахского района свыше 2000 объектов культурного наследия и около 130 архитектурных комплексов. Чтобы сохранить историческое достояние, сотрудники заповедника ежедневно проводят мероприятия по обходу памятников. Наши сотрудники, инспектора, у нас в горной местности работает 8 человек, инспекторов, они проживают в данной местности, и все архитектурные комплексы закреплены за ними согласно графику обхода и согласно местности их проживания. Так вот, сотрудники, они совершают обход башенных комплексов, проводят мониторинг и фотофиксацию. И обо всех выявленных нарушениях они в письменном виде извещают. Всего в заповеднике работают 22 человека. От их деятельности во многом зависит состояние культурных объектов. Часто на их сохранность влияет человеческий фактор, вандализм, порча и воровство ради наживы. Был у нас один такой случай. Хотелось бы считать, что это был беспрецедентный случай в истории Ингушетии, что такое не повторится, что похищение камней в Бени нами были в ходе этого дела найдены виновные и привлечены к ответственности. Также были повреждены информационные щиты, но за это тоже это было расценено как хулиганство, за это виновные также были привлечены к ответственности. Сотрудники ведомства проводят разного рода мероприятия, от разъяснительных бесед с жителями до расставления информационных табличек по периметру башенных комплексов. Мы проводим обзорные экскурсии с целью воспитания подрастающего поколения. Публикуем материалы в средствах массовой информации, где в каждом материале мы призываем жителей к бережному отношению к культурному наследию. В целях также сохранения башен на каждом архитектурном комплексе имеются информационные щиты, где имеется краткая историческая справка и также предупреждение к ответственности в случае повреждения башенных комплексов. В дальнейшем мы планируем увеличить информационные щиты, увеличить. Еще одна проблема – это вмешательство природы и времени на состояние исторической архитектуры. К примеру, недавно была обрушена часть склепа Цори. По этому случаю нами были приняты все соответствующие меры, поставленные в известность компетентные органы. В данном случае были извлечены артефакты из обрушившегося склепа и переданы Краеведческому музею на хранение. Также там проводятся на данный момент берегоукрепительные работы, то есть пока они приостановлены в зимнее время, их планируется возобновить в весенне-летний период. Слаженная работа сотрудников Джайрахско-Асиновского архитектурно-исторического заповедника позволяет сегодня продолжать нам, жителям республики, гордиться своей историей, а туристам наслаждаться прекрасным горным видом с каменными великанами. Адам Гулоев, Магомед Даскиев, Новости 24.